Имя добровольца Аслана Мирзоева из Кабарды знают все. Но как звучит по-кабардински ваша фамилия? По-кабардински Марзей. Расскажите о своих родителях. Ну, мой род из Малой Кабарды. Это сейчас современный Терский район. Но в данное время мы в своем родовом селе не живем в Нальчике. А мой отец Мирзоев Султан, он всю жизнь проработал водителем, дальнобойщиком в советское время. Мама из того села, где я сейчас живу, родом это по-кабардински Барамта называется, а сейчас по-русски Вольный-Аул. Она из рода Ямгаховых. Вы всегда там жили? Нет, я родился сам в Северной Осетии, в городе Орджоникидзе в 1965 году. Мой дед Казбулат после войны он работал в университете совхозом в 1945 году. Ну, в силу того, что тогда были какие-то нездоровая была политическая ситуация, преследовали там, по разным признакам, по сословному, по имущественному, дабы избежать вот этих репрессий, ареста. Он с семьей в 1945 году, наша семья переселилась в Орджоникидзе. Мой отец жил там 30 лет, я родился там, мой брат, старшая сестра. Ну, там мы жили очень хорошо, очень дружно со всеми народами, которые там находились, ингуши, осетины. Наша единственная семья была кабардинская в поселке Корца, это пригородный район. Отец чисто разговаривал по-осетински, даже все эти торжественные мероприятия, свадьбы. Ему поручали быть тамадой, потому что он очень так вписался в эту действительность осетинскую, чисто разговаривал. Но родственники всегда хотели, чтобы мы вернулись на родину, в Кабарду, в Нальчик. И наш зять как-то приехал, отец отсутствовал, был в поездке, в рейсе. Он без отца продал наш дом. Когда он вернулся, положил на стол деньги, сказал: возвращайтесь на родину. И вот так в 1977 году мы вернулись в Нальчик и поселились в Вольном Ауле. До лета 1992 года вам приходилось слышать о черкесской тропе, о перевалах, которые испокон веков действительно объединяли наши народы? Кабардинцы хоть и равнинный народ, но мы в то же время и горцы. Да, это у нас в крови, мы любим горы. И будучи студентом в 1988 году, мой близкий друг, который тоже первым из Северного Кавказа, из кабардинцев, из добровольцев, он погиб здесь, в Абхазии, Наужанов Ибрагим. Он нас пристрастил к горам. В 1988 году мы с близкими друзьями, однокурсниками, Хамуков Альберт, Наужанов Ибрагим и я, мы втроем перешли через перевал первый раз и пришли в Абхазию. Приехали в Сухуми. Тогда уже мы, будучи историками, мы, конечно, знали, что у нас есть этногенетическое родство с абхазами. Уже тогда стало доступно для нас, мы прочитали книгу Баграта Шинкуба, последний из ушедших. Она произвела на нас очень сильное впечатление. И мы взяли с собой даже пару книг, думали найти здесь в Сухуми Баграта Шинкуба, взять у него автограф. Мы его не нашли тогда. Когда пришли в Сухуми, мы поняли, что Сухуми это практически грузинский город. Абхазов было тяжело здесь увидеть на улицах, где-то там встретить. Шинкуба мы не нашли, но зато мы познакомились с замечательным человеком, патриотом своей родины, Русланом Гожба. Тогда он работал в музее, и Диана Ахба. А потом уже в следующий раз, в другие приезды, уже у нас очень много здесь друзей появилось. И среди интеллигенции, и среди простых людей, среди политиков, общественных деятелей. В августе 1992 года кто вас позвал в Абхазию, кроме зова крови, естественно? До августа 1992 года, на протяжении нескольких лет мы очень тесно общались. В Абхазии у нас было много друзей. И тогда уже было понятно, что ситуация, она в любом случае, я был в этом уверен, что не обойдется без политического военного конфликта. Вы были уже готовы? В такие моменты политические лидеры нации, народа, неформальные, а вот такие, как неформальные лидеры, как Юрий Хамзатович Калмыков, они, и как Владислав Григорьевич Ардзинба,
Они должны брать на себя ответственность, и они первыми должны были это сделать, и они это сделали. То есть обратиться к своему народу, так как они являются лидерами нации. И они это сделали, не задумываясь, не думая, там, не сопоставляя там, все политические моменты, какие-то последствия могут иметь лично для них. То есть они ставили национальные интересы выше своих личных, выше своего благополучия. И они, то, что они должны были сделать, они сделали. А дальше уже народ сделал то, что он должен был сделать. Он стал на защиту своей родины, и каждый уже отдельный человек, гражданин, член нации, народа, каждый уже сам для себя решал, что он должен делать. Но вот политическая воля была проявлена в тот момент лидерами наших народов. И вы перешли границу пешком? Да, мы перешли границу, но до границы мы ехали на машинах, пытались нас останавливать по дороге, чтобы мы сюда не попали, но мы дали понять, что вопрос это чисто наш личный, как бы никому другим государствам отношения не имеет, это что мы так не можем это оставить. В общем, на Уралах, на КАМАЗах мы доехали до перевала, бросили там на машины и перешли через перевал. Ну, выехали мы из Нальчика 16 августа, 3 дня мы пробыли в Грозном, выехали числа 18-го, вот с переходом через перевал, 21 августа мы были уже в Гудауте, расселены все от санатория Черноморец. Кто с вами шел, вы имена помните наверняка? В нашей группе кабардинской было 10 человек. Ну, там был Науржанов Ибрагим, мой однокурсник был, потом Кожев Заурбек, Кануков Нургали, Боров Заур, Метов Заур, Хапов Руслан, Битоков Аслан и Кануков Нургали. Надо сказать, что они уже были здесь в Абхазии, они раньше оказались здесь. Ну, еще было несколько человек в нашей группе. 2 группы чеченцев было. Одной командовал Шамиль Басаев, другой Хамзат Ханкаров. Была большая группа добровольцев из Адыгеи. Около 100 человек их было. Причем все были как на подбор кандидаты, мастера спорта по самбо, по дзюдо. Все такие лучшие из лучших, да. Мухаммед Килба со своей абазино-черкесской группой был тоже небольшой. Плюс абхазы, конечно, которые не могли попасть в Абхазию. ПСО было закрыто, грузины захватили Гагру, и вот они со всех концов России съезжались в Грозный, и там уже присоединились. И вот такая большая у нас группа была. И мы перешли через перевал, и во время того, как мы переходили перевал, уже днем вертолет сел на перевал, не сел, но снизился на такую низкую высоту, и я очень обрадовался, когда увидел своих односельчан. На вертолете? Да, в военной форме, они уже были вооружены, человек 20 с Нальчика, тоже близкие друзья. Они догнали вас, да? Да, они где-то достали вертолет, и вертолет их доставил до границы, они выпрыгнули с вертолета, прямо уже на гребне, на перевале мы уже были. Там Иритов, Иритов Аслан, это вот мои родственники и односельчане, там большинство с Вольного аула, с других районов Нальчика. Они тоже к нам присоединились, и мы спустились в Абхазию, в Гудауту. Где вы приняли первый бой? Расскажите, как это происходило. Первый бой мы приняли 25 августа на горе Мамзышха. Командование, штаб этого Гагринского фронта находился в Бзыби. Мы избрали своим командиром Яганова Ибрагима в нашей группе. И его вызвали в штаб и поставили боевую задачу. Так как Гагра была у грузин, а гора Мамзышха тоже контролировалась ими. И на этой горе они туда заезжали танки, тяжелая техника, и с горы они обстреливали поселок Бзыб и абхазские позиции. Нашей группе, и вот вторая группа, которая, я говорил, с вертолета высадилась, у них был свой командир, Иритов Аслан и Шагинсуков Алисак. И плюс абхазская группа, у которой была взрывчатка, нам была поставлена задача
сбить грузинов с этой высоты и взорвать дорогу, дорогу, которая на эту высоту шла с Гагры, с тем, чтобы туда они могли поднимать тяжелую технику. К вечеру рано утром мы выдвинулись с поселка Бзыбь, и к вечеру, к 8 вечера мы уже подошли вплотную к позициям грузинским на высоте Мамзышха, и там приняли первый бой, который был для нас, конечно, неудачный, первый опыт. И были потери у нас. В нашей группе из 10 человек 2 погибли. Аужанов, Ибрагим, Кануков, Нургали. И человек 5 было ранено. В строю фактически 3 человека осталось. Битоков Аслан, Яганов Ибрагим и я из нашей группы. В абхазской группе тоже погиб 1 парень. Это был первый опыт. И сама операция была не совсем удачно продумана. Но тем не менее, уже психологически после этого боя уже все были готовы воевать дальше. Никто там не испугался, не сломался психологически. Все, наоборот, дух был очень высокий, боевой. Я находился в Абхазии с августа по декабрь. Принимал участие в 4 крупных операциях. Это Мамзышха, потом, взятие Гагры, потом десантно-холодной речки, освобождение Гагринского района, неудачный десант в Ачимчирский район морской. И последняя операция, в которой я принимал участие, это первая Сухумская операция, Шромская, так называемая ноябрьская операция. Первая попытка взятия Сухума. Когда вас наградили? Честно говоря, мы о наградах никогда и не думали. Да. И наш очень близкий для нас человек, которого мы все уважали, который пользовался большим авторитетом в Кабарде, мы его Алик всегда называли, Алмазбей Иванович Чач, приехал в Нальчик, а в 1994 году мы решили торжественно, очень широко отметить День Победы, Союз добровольцев абхазских в Кабарде. И к этому мероприятию прибыла абхазская делегация, и Алик Чач привез награды. И в Нальчике он нас наградил этими наградами. Конечно, нам было приятно, прежде всего, потому что подписывал эти наградные листы первый президент Абхазии, верховный главнокомандующий Владислав Григорьевич Ардзимба. Аслан, не думали о наградах, да? Понятно мне. Что для вас значит звание Героя Абхазии, самостоятельной и признанной? Честно вам скажу, я себя не считаю героем никаким, потому что я видел ребят и кабардинцев, и абхазов, которые действительно проявляли героизм. Героизм — это, мы знаем по нарскому эпосу, герои, они не должны оставаться жить. Герои должны погибать всегда, да, которые первые бросаются в бой, первые закрывают собой. Волей судьбы мы остались живы. Да, многие наши друзья погибли. Тогда я вопрос задам по-другому. Что чувствует или что должен чувствовать человек, который воюет ради другого, хотя и родственного народа? Этот героизм, о чем вы говорите, понимаете, героизм люди разные проявляют. Кто-то его проявляет бездумно, где-то рискует жизнью, кто-то, все зависит от мотивации. Если человек защищает свой долг, свою родину, защищает свою семьи, свою честь, достоинство, вопрос не стоит вообще быть или там надо просто делать и действовать, там нету времени рассуждать. Правильно это, надо делать, это стоит это делать, не стоит. А что будет, если меня убьют, как будет моя семья? То есть об этом человек не думает. Когда вопросы жизни и смерти нации, народа стоят, когда вопрос стоит чести, достоинства, там не надо рассуждать, там надо действовать. И это у нас в крови, генетически это заложено. Ученые, наверное, никогда это не смогут исследовать и понять. То есть там нету никакой идеологии. Бывают войны, допустим, захватнические, несправедливые. Допустим, немецкие солдаты во время Второй мировой войны, они тоже проявляли героизм. Но чтобы понять, за что ты умираешь, за что ты воюешь, их идеологически обрабатывают. Им внушают, что это необходимо, что это надо, что за это надо отдавать жизнь.
Нас идеологически не надо было обрабатывать, нам что-то объяснять, потому что мы и так все понимаем. Любой простой крестьянин абхазский, ему не надо было объяснять, зачем ему надо защищать свою землю. Я знаю, что у вас есть семья, супругу зовут Нателла. Ну, у меня отец ушел от нас в 2002 году, а мама, слава богу, жива. Женя зовут ее, да, маму мою. Она уже прабабушка. Да, у меня семья, ну, супруга, она тоже историк, как и я. Мы вместе учились в университете на историческом факультете на одном курсе. 2 сына и дочь. Сын старше, ему 22 года. Младший сын Инал, он еще школьник. Да, дочь замужем, у нее сын, его зовут Ансар. Но ему год всего, он только начал ходить. Тогда передайте ему, когда он начнет говорить, что ему повезло с дедом. Дед у него молодой, красивый, и ему всегда рады в Абхазии. И не забудьте сказать, что он герой Абхазии. В настоящее время чем вы занимаетесь, Аслан? Ну, в данный момент я работаю в Институте гуманитарных исследований в Кабардино-Балкарии, в Нальчике. Занимаюсь этнологией, историей. Это моя специальность. Я закончил аспирантуру в Москве по специальности этнология. Ну, у меня был перерыв в научной деятельности, но сейчас я опять вернулся в науку. Занимаюсь, да, историей адыгов, черкесов, непосредственно, да, этнологией, институтами традиционными, общественными. Да, это моя работа, любимая. История меня с детства привлекала, увлекала. И в любом случае, чем бы я ни занимался, постоянно возвращаюсь опять в науку. С кем в Абхазии вас связывает особая дружба? Многих из них нет живых, но они остаются моими друзьями. Это Руслан Гожба, Валера Чачхалия, Даур Зантария, Гурам Гумба, Ливан Микаа, Батал Джапуа, Тимур Дзидзария. И могу продолжать еще очень много этот список, но это мои самые близкие друзья. Астемир Папца долго жил у нас в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Он наш зять кабардинский, и я его как своего уже воспринимаю с этой стороны. Виктор Бледных. Это мои друзья здесь, которые находятся в Абхазии. Как ваши дети встречают нашу с вами победу? Пару раз я привозил сюда свою семью, детей. Один раз меня Алик Чач пригласил в Кудры. Я привез свою семью, детей. Потом вот в позапрошлом году я тоже с семьей, с детьми приезжал сюда. Моя мать один раз была здесь с родителями добровольцев лет 10 назад. Ну, не получается часто приезжать с семьей. Чаще я один приезжаю сюда на конференции, на разные мероприятия. Ну, Абхазию они любят тоже. Они знают, что это наша страна. Даже такой немного анекдотический случай был. Старший сын Ибрагим, он был лет 5 ему было. А он всегда видел, что ко мне абхазы приезжают в гости, у меня дома останавливаются, я в Абхазию езжу. И, видимо, у него это в подсознании отложило, что абхазы это наши. И он поехал в Прильбрусе с матерью и с дочкой. Без меня мать их повезла, а там какой-то Аслан перешел через перевал. Перешел через перевал, видимо, кунак был, балкарцев местных, близкий друг. И он понял, что он грузин, по-грузински разговаривает. Он подошел, о, какой, говорит, красивый мальчик, кабардинец, ты откуда? А он так сурово посмотрел, говорит, я абхаз, говорит. Ну, тот говорит, ну, еще лучше, говорит, что ты абхаз. Там обнял его, что-то ему подарил. Ну, я думаю, наше поколение уже все-таки в душе мы считаем себя молодыми, но в любом случае уже более молодое поколение, уже эти связи надо, чтобы на их уровне молодежь Абхазии, молодежь Кабарды,
чтобы они уже сами, как бы у них были свои связи, дружба. Может, хотите сказать еще что-то своим абхазам? Вне зависимости от политики, от того, какие политические процессы происходят, как бы в последнее время политика немного начала приедаться, надоедать, и больше мне хочется простые человеческие отношения поддерживать с друзьями, с кем мы делили хлеб-соль, были у нас испытания совместные. Вот это осталось, поддерживать связи, сотрудничать в сфере там, близкой нам духовной культуры, в истории, там, в других моментах. Я считаю, это более важно, чем политика. То есть, чтобы связи были именно духовные, братские такие, дружеские отношения в сфере культуры, экономики, там, спорта, чтобы на таком горизонтальном уровне было больше связей, а не только по каким-то торжественным датам, по каким-то событиям. То есть, чтобы больше было теплоты, искренности и душевных, простых человеческих отношений между представителями наших народов.